Во Владикавказе жильцам аварийных домов торжественно вручили ключи от новых квартир. Их обладателями стали 135 семей. 4 трехэтажных дома построили в новом микрорайоне Северный на улице 8 марта. В квартирах индивидуальное отопление, газовая плита, сантехника. Право перерезать красную ленту предоставили первому заместителю главы администрации Майрану Тамаеву и одному из владельцев новой квартиры. Строительство этих домов – завершающий этап по переселению граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день государственная программа в рамках майских указов Владимира Путина реализована полностью. Благодаря этому проекту во Владикавказе из 14 аварийных домов переселили более 400 человек. Что касается районов, за 2 года в эксплуатацию введено 12 многоэтажек. Таким образом, из 39 аварийных домов в новые жилища перебрались более 340 семей. Сегодня, в эти тяжелые годы, хотя и тяжелое время считают, но мы считаем, что это не уж так и тяжело, если нам по силам решить тот вопрос, который десятки лет не могли решить. Мы говорим, что этот микрорайон уже не Турхано его называют уже в народе, а его называют микрорайоном Северный. Много раз мы говорили это в газетах, мы презентовали, в телевидении презентовали. Вот тот микрорайон, как будет он выглядит в конечном варианте. Рядом, вот чуть севернее, за этим домом, нами построен рынок, вот такой локальный. Здесь в ближайшее время мы построим еще дома в течение 2-3 лет. Очереди в детские сады – одна из главных проблем в Северной Осетии. В прошлом году местным властям при поддержке федерального бюджета удалось открыть более 3500 дополнительных мест. По плану в 2015-м появится порядка 4000. Новый детский садик открылся в селении Тарское. 2 группы по 30 человек разместились на первом этаже местной школы. Образовательное учреждение рассчитано более чем на 1000 человек, а учатся здесь лишь около 250. Таким образом, детский сад на первом этаже никак не потеснит школьников. Еще одно дошкольное учреждение открыли в Чермени. Несмотря на то, что здесь уже работает 2 садика, мест не хватало. А уже на следующей неделе откроются 4 новых объекта, садики в Тарском и Октябрьском, и новые группы в Камбелеевском и Михайловском. Сегодня мы самое главное понимаем, что в рамках федерального государственного образовательного стандарта, дошкольного, нового, соблюдается преемственность между дошкольным образованием и общим образованием. И очень важно, что именно в сельской местности, где есть острый дефицит в местах, она ликвидируется в рамках этой программы. В связи с кризисом в стране процентные ставки по кредитам в банке существенно выросли. Чтобы обезопасить людей, предпринимателей от банкротства, председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев собрал руководителей банков республики. Премьер подчеркнул, что необходимо разработать оптимальный план действий. В свою очередь, представители кредитных учреждений отметили, что с каждым клиентом будут работать в индивидуальном порядке. В основном это касается бизнесменов. Решения о повышении ставки на кредит будут принимать в зависимости от рода деятельности предпринимателя. На сегодняшний день, уверяют банкиры, они работают себе в убыток. Я понимаю, да, что какое-то увеличение должно быть, да, и возможно. Но я попросил, чтобы это было предметом таких договоренностей с клиентами, да, чтобы предметом обсуждения их реального состояния, потому что если для всех одинаково, тем более по тем ресурсам, которые уже были выданы, тоже может не совсем правильно. По вновь выданным, да, можно устанавливать, какую по вновь выдаваемую. Да, и уже пусть клиент считает, устраивает его это, не устраивает. А вот по ранее выданным, конечно, если какой-то резкий будет скачок процентной ставки, то это может просто разорить клиентов. И, как говорится, количество невозврата увеличивается, просрочки увеличится, и реально никто не выиграет. 40 лет работы, огромное количество талантливых художников и архитекторов по всему миру. Студия изобразительного искусства Республиканского дворца молодежи отметила юбилей. Работы выпускников самых разных лет собрали для выставки в Национальной научной библиотеке. Уже много лет бессменный руководитель Руслан Кайтуков готовит к поступлению в вузы будущих архитекторов. На экспозиции представлены работы первых выпускников студии, а также картины нынешних студентов. Рисунки гипсовых фигур и живой натуры, постановочные, порой очень сложные натюрморты, пейзажи и портреты. Поздравить своего педагога приехали воспитанники со всей России. В Москве очень много воспитанников и студентов, которые учатся. Даже один в Голландии, первый, самый талантливый Танделов Борис. Не сказали его, Борис. Он после армии
закончил институт, потом в армию и пришел. И появился вот так вот настолько, видимо, ему захотелось стать вообще-то тем, к чему пришел. Он с удовольствием готовился, все, подготовился. И через год поступил в этот университет наш. В Республиканском лицее искусств прошли открытые мастер-классы и семинары основателей и лидеров проекта «Музыка за мир». Мария Немцова проводит занятия по фортепиано. Она уже не в первый раз в Осетии отмечает, что уровень мастерства у ребят растет год от года. Одновременно мастер-классы проходят в нескольких аудиториях. После основной программы участники проекта презентуют зрителям музыкальный подарок. В программу концерта войдут произведения Баха, Моцарта, Бетховена и других композиторов. У нас раз в 2 года проходит проект, поэтому мы последний раз были 2 года назад, и мне кажется, что действительно какая-то тенденция очень хорошая наблюдается. И сегодня просто замечательные ребята были, очень-очень талантливые и способные, и хорошо наученные, что бывает не так часто. Поэтому очень приятно было.